колл-центра же не было. Будем честны, да, там по e-mail, кажется, да, там вы там принимали обращения от клиентов. Казалось, что после телекома ничего не будет сложно. Но и когда попал в банк, оказалось, что это не так, да? Можешь сказать, что это был самый сложный период вот в течение всей истории? Это, наверное, да, топ-3. Это был самый сложный период. Второй период это был Январский рост? январский рост был. И третий, наверное, феномен Треца, когда мы реально не были к нему готовы. Тимур Русланович, Тимур который Русланович, создал, да? да. Мы принимали не только стандартные обращения, да, там доходило, что а вы можете решить там вопросы с отоплением. Я спросил, что вот, а где все колл-центры расположены? И вы мне тогда сказали, что в прекрасном городе Шымкент. У нас есть сейчас такие сотрудники, которые там работают на первой линии, но по итогу года, если посмотреть, они получают выше наших начальников, потому что они там, Круто, круто. да, хай-перформеры. Чувствуешь себя уверенно, ты становишься настоящим банкиром. После этого мы смотрели рынок на долю жалоб, которые поступают после обслуживания нашими сотрудниками. Мы его сейчас снизили до там 0,2. Это тоже один из лучших результатов по рынку в нашей стране. Пытаться находить чемпионов, да, которые присоединяются к твоей команде. Это очень важно. Друзья, всем салем, всем доброе утро. Мы продолжаем нашу серию подкастов с сотрудниками, коллегами из банка. Сегодня у нас замечательный гость, глава нашего контактного центра, глава нашего онлайн-банка. И мы сегодня попробуем рассказать интересную историю, как Данияр вместе со своей командой смог превратить из службы поддержки, это даже не был контактным центром, там 10-11 человек работало, превратить в большой масштабный проект под названием «Онлайн-банк», где уже трудится почти 600 человек, может быть, больше 600 человек. Это, наверное, самый большой департамент в банке по количеству людей. И ты прошел непростой путь. Данияр, салем. Салем. Спасибо, что пришел, спасибо, что согласился. Мне кажется, у тебя очень много классных историй, очень много инсайтов, которыми ты можешь поделиться, вдохновить наших сотрудников, вдохновить молодежь, что работа в банке, если работа в банке в целом, она интересна, независимо, какое ты выбираешь направление, и в вашем направлении в контактном центре это тоже большая, может быть, история и как карьерный рост, так и мотивационный. Так что добро пожаловать на наш подкаст. Спасибо большое. Это очень интересная история, как я в целом попал в банк. Да, это моя первая история в банковской сфере. Около 5 лет уже тружусь и строю клиентскую поддержку. На самом деле мне честь попасть под этот на подкаст «Бизнес под капотом», потому что я так и живу под капотом уже 5 лет. И сегодня говорили, наверное, после Димаша в этой студии, наверное, это реально честь. Очень много интересных историй. Как вы сказали, передали там маленький департамент из 13 человек. Сейчас нас 600 человек. Да, вы вначале много говорили, Данияр, там, не обольщайся, будет там много там людей, много обращений, готовься, да. И этот путь мы прошли. Я считаю, что прошли очень большой путь благодаря вашей доверию и поддержке. Знаешь, я сейчас вспоминаю, когда мы познакомились, вот самое первое интервью, когда произошла сделка и Freedom Holding приобрел Freedom Bank, собственно, и, мы, собственно, собирали команду, и была служба поддержки, как ты говоришь, вот 10-13 человек, и я просил Оля Дричкова, тогда вот куратор твой была, найти кандидатов, чтобы мы посмотрели, кто может возглавить вот эту большую историю. Понятно, служба поддержки, она работала там, ты, наверное, больше расскажешь, как ты ее принимал. И мы пересобирали резюме, приходили банкиры с контактного, тоже, которые работали в контактных центрах. Я так провожу собеседование, что-то не нравится, что-то не так, кто-то не горит, кому-то рассказываешь разные истории, что мы будем строить, не верят. И потом в один прекрасный день Оля приходит и говорит: я нашла вот такого классного парня, говорит, он вам понравится. Я говорю: а где он работал? Он говорит: в телекоме. Я говорю: вот то, что нужно. Я как раз и хотел, чтобы у него был опыт работы в телекоме, потому что в телекоме вы работаете с масштабами. Миллионы уже там, не знаю, каждый телеком сколько, по 8 миллионов абонентов имеет. Я понимал, что у вас есть представление, что такое масштаб в телекоме. В
Так и получилось, собственно, когда мы там тебя увидели, потом поговорили. Единственное, что я тебе сказал, слушай, действительно, ты прав, что будет большая история. У нас стратегия, и это же история не внезапности, да, то есть мы четко понимали, что мы будем делать в банке, мы четко понимали, что мы будем строить большую розницу, мы четко понимали, что будет миллионы обращений, потому что мы пилили специальные продукты, суперап, карточные продукты, нашу там, не знаю, Freedom, валюту и ряд других там направлений, там и МСБ, ипотека, автокредит. И это, безусловно, все коммуникация в онлайне, потому что мы строили диджитальный банк, а это удаленная коммуникация с клиентом. Вот, собственно, так и произошло знакомство с тобой. И давай попробуем вспомнить, когда ты принял службу поддержки и как ты ее превращал в онлайн-банк. У нас было там 13 человек, как я уже сказал. Это было 2 супервайзера и остальные специалисты. Мы посмотрели первые данные. У нас было там в месяц около 5000 обращений. Текущему моменту это уже составляет более полумиллиона в месяц. Это очень большой, колоссальный рост за этот короткий срок. Ну, чтобы не факапнуться, мы изначально вот научили этих 10 людей правильно принимать текущие обращения, которые в тот момент поступали, и готовились к большому масштабному, параллельно строили новую инфраструктуру, полностью отстраивали нашу телефонию, чат-платформы, готовили свою омниканальную CRM-систему, чтобы могли принимать большие нагрузки и выдерживать их. Было очень непросто, потому что были моменты того, что влияние еще старого контакт-центра, надо было команду там подготовить, а они уже тогда не верили, что можно делать по-другому, что у нас будут другие масштабы. И на рынке еще было сложно находить высококвалифицированных, готовых кадров, их не было. И в первых порах еще готовить своих у нас не было времени, поджимало, потому что банк быстро рос, портфель рос, обращений становилось больше. Филиалов на тот момент еще было меньше, и где-то 90% контактов с банком клиенты проходили через нас. Я думаю, вот этот путь был самый интересный. Мы много копались, как вы всегда говорили, 24/7 фигачили. Я помню эти да, оставались до ночи, ребята утром приходили там. Ну, и вот так строилась наша первая история. Ты сам-то верил? Или у тебя не было времени? Да, вот, наверное, больше, наверное, не было времени задуматься, поставили четкую цель. И я помню историю, вы его часто вспоминаете, там, я прихожу, там, цели первые показываю вам, я говорю, вот международный, там, бенчмарк, там, можно до 3% терять звонки. Говорите, не-не-не-не, это ваша, короче, отмазка, наверное, давайте там меньше 1%. Я там долго думал, а как мы можем вот при таком быстром росте не терять звонки? Мы с командой долго обсуждали, что будем делать, масштабировались и побеждали каждую историю, и текущий момент у нас реально всегда потери там менее 1%, да, мы придерживаемся этих норм. Что было самым сложным вот в этой во всей истории? Вот опять в банке, когда происходит, проводишь трансформацию, там, по моему опыту, да, там сложно менять майндсет людей. Ну, вот если у тебя есть старый бэкграунд и старое понимание мира, очень сложно сказать, что можно делать по-другому. Ну, то есть вот эта вера между старым и новым, оно приходит только с результатами, либо с опытом, когда ты глазами видишь, что да, оказывается, это можно, хоп, у тебя щелчок срабатывает, и ты потом, собственно, сам становишься трендсеттером. Вот в твоей истории, когда ты строил весь процесс, пересобирал с нуля, колл-центра же не было. Будем честны, да, там по e-mail, кажется, да, там вы там принимали обращения от клиентов. Что у тебя было сложным самым вот в этой трансформации? Наверное, нужно признать, я сам очень сильно трансформировался за эти годы, да. Я же работал около 10 лет в телекоме, и до меня уже был поднята вся инфраструктура, были процессы, мы его огранивали, и казалось, что после телекома ничего не будет сложно. Но и когда попал в банк, оказалось, что это не так, да, там финансовый сектор очень сложный, очень много регуляторики, там нужно все везде отслеживать, чтобы никуда за рамки не выходить. И самое главное, вот вы про майндсет правильно говорите, что было очень сложно бороться с мыслями людей, да, потому что
Когда мы стучались там в определенные блоки, куда-то еще, там, нам говорили, это нельзя. А почему? Там, говорит, там 20 лет так было, и во всех банках так, по-другому нельзя. Я говорю, а мы можем переделать? Говорит, а как там, везде же так. Ну, давайте попробуем. И вот мы много, наверное, вот над мышлениями работали. Первое время самое сложное, у нас не было систем, она была все инфраструктурно, там, ограничена до определенных нагрузок, и мы параллельно старались новые делать, новую инфраструктуру еще не было готова, а в старых у нас не выдерживали нагрузки. Мы часто падали, там, мы не были готовы к этим, люди не были готовы, там, у нас не было базы знаний, там, всегда было где-то на рабочих столах, в презентациях, где-то кто-то сказал, нехватка информации была. Кадры. Очень сложно было с кадрами находить готовых людей или вот обучать их. Это было самое, наверное, сложное. И самое сложное, вот про веру говорите, да, там, наверное, вот вера того, что мы верим в продукт, то, что делали в банке, что у этого цифрового банка светлое будущее, продукты очень классные на рынке. Наверное, это и нас всегда сподвигало делать те чудеса, которые вот сейчас привели нас к такому большому результату, который сейчас дают плоды. Мы устойчиво стоим, там можем миллионы обращений в месяц принимать и не падаем. Я, наверное, последние, ну сейчас сколько, 5 лет банк уже? Да. Последние 4, наверное, года, да, если брать. Но этот год не в учет, наверное, 4 до этого. Я проживал его там активно с вами, в чатах, в звонках, в коммуникациях. И, наверное, этот год только я очень реже и реже к вам прихожу в чаты, там что-то мы обсуждаем. Безусловно, нужно время, чтобы все выстроить, инфраструктуру, как там процессы, про которые ты рассказываешь. И сейчас мы растем же не менее динамично. Вот вначале мы росли, не было процессов, но мы быстро начали расти. Что я тебе и обещал, да, потому что Было. да, нужно быть готовиться. И ты никогда не будешь готовым. Опять-таки, там, это так кажется, что ты вот все, ты готов, и у тебя приходит новая история, и ты растешь не X2, там, не знаю, X10, как это в январе произошло, там, не знаю. Ведь когда мы начинали, в банке было 40 тысяч клиентов всего. 40 тысяч клиентов было в банке. Это я сейчас про розницу говорю. Больше ничего. И понятно, что сейчас уже больше 4 миллионов клиентов. И это такой драматический рост произошел в разные периоды. Он же еще не растет не планомерно, как ты планируешь. 5 тысяч в месяц, 20 тысяч в месяц. Тогда он берет и бах, январь 800 тысяч. Вот этот переломный момент, когда ты понял, что у тебя сейчас рост банка коррелирует с тем, что процессы выстроены. Потому что я меньше прихожу. Почему? Потому что меньше жалоб, меньше обращений. Мне уже никто особо не пишет. Там, не знаю, из моих знакомых, партнеров, коллег, там, колл-центр не отвечает или там трецы не подхватывают и так далее. Вот этот переломный момент, он наступил? Или вы еще в процессе в развитии? Мы, наверное, скучаем по тем моментам каждый день, когда там до 3 ночи разбирали кейсы, решали клиентские запросы. Наверное, вот этот переломный момент в прошлом году, ближе к концу, мы осознали, что мы уже можем обрабатывать большие нагрузки. И вот когда случился январь, хотел там привести небольшие цифры, да, то, что у нас было там под 600 человек к концу года, и это количество сейчас вот не выросло, потому что мы научились этими объемами людей обрабатывать поток в 2-3 раза больше того, что мы обрабатываем. Потому что если в среднем мы обрабатываем день около 10 тысяч в среднем в стандартных днях, бывали дни, что мы до 30 тысяч принимали запросов, и в течение дня это все мы уже научились обрабатывать, людей там с других скилл-групп подключать, они все стали уже универсальными, того нету, что я только продаю, то, что я только на линиях или на чатах. Все научились быть универсальными, ребята быстро переквалифицировались, и это нам помогает. Ну, плюс того, что раньше у нас никогда не хватало времени, да, вот сейчас мы научились тоже правильно планировать, рассчитывать нагрузки. Как вы говорите, мы необычный банк, и у нас нагрузки тоже необычные. Он не бывает тот, что в понедельник, в среду. У нас есть, на самом деле, у планировщика стандартных днях мы видим, да, вот в понедельник Пики, должно... часы. Да, в этот 5 тысяч должно быть, 2 тысячи должно быть. Но она не всегда совпадает, потому что новый продукт выходит, обращение может быть там, какую-то там недельную норму за 2 дня обрабатываем, да. И вот
Наверное, в этом году более стабильно стало. И, как я сказал, наверное, мы уже скучаем по Ивану. Да. Помнишь, чат, мы создали чат, когда уровень потерь было, не знаю, 20% или 40, да? 46. 46% пик, когда, по сути, каждый второй клиент не мог дозваниваться до контактного центра, и был, не знаю, это был 23-й год, да? 22 год. 22-й или 23-й год был. И мы создали чат вместе с нашим акционером, и все пытались разбираться, почему так происходит. Я его назвал кетонал, как обезболивающее, да. Но мы лечили симптомы тогда, потому что надо было срочно, не знаю, нарастить объемы людей. И это тоже невозможно. Ты же не можешь посадить на линию там сразу человека. Ты должен там обучить его, дать ему знания, чтобы он взял трубку, но понятно, что ты ответил. И помню, как мы там строили какие-то планы, но вот потом, собственно, все это планомерно ушло, и чат, собственно, и, кажется, потерялся, мы больше так и не реанимировали этот чат. Да, в этом чате уже где-то 2,5 года нет активности. Я недавно заходил в этот чат. Реально, Ностальгируешь, в смысле, да? реально помню, 46% потери, у нас паника, потому что мы никак уже не справлялись сами. Мы пришли к вам за советами, что нам дальше делать. Мы реально уже остались под завалами обращений. Ну, благодарю коллег. Наверное, мы сами одни никогда не вышли бы из этого большого потока нагрузки. Вы всегда поддерживали, коллеги из других департаментов нам поддерживали. HR нам большую, HR-блок поддерживал очень большую поддержку. Мы, я помню, в месяц набирали там 70-80 человек, плюс их нужно было обучать. Если у нас стандартные курсы обучения занимали там месяц, да, там мы за 2 недели ускоренно обучали ребят, сажали на линии узкопрофильных и боролись с этим потоком. Ну, эту историю мы победили, наверное, за 3 месяца. За 3 месяца мы все устаканились, и потери стали меньше 3% тогда. Можешь сказать, что это был самый сложный период вот, в течение всей истории? Это, наверное, да, топ-3. Это был самый сложный период. Второй период это был... Январский рост? Январский рост был. И третий, наверное, феномен Треца, когда мы реально не были к нему готовы. У нас блоки SMM обработки в социальных сетях людей было мало. Ну, мы четко осознаем, что в социальных сетях обрабатывать клиентов, он сложнее. Это другой формат. Это работа на публику. И, соответственно, вот, наверное, топ-3 тем. Давай попробуем для наших зрителей. Вот были 3, так скажем, как ты говоришь, вспышки, которые там поднимали давление, да, там, сердцебиение, пульс. Вот. И какие мы решения приняли? Мне кажется, это тоже очень интересно. Вот, ну вот если мы скажем про кейс, когда 46% пик доходил до потерь, и нам не хватало же, честно, инфраструктуры. То есть в Алмате найти здание, построить его, это здание, оборудовать его, найти людей, это же все процесс и время. И я помню, что мы, когда делали брейншторминг, ты приходил, ребята приходили, собственно, мы все думали, как нам быстро развернуть мощности, чтобы снизить уровень потерь хотя бы до твоего бенчмарка 3%, ладно, я не говорю 1, тогда в тот момент мы, не знаю, и 10% потерь для нас было там классным решением, потому что мы теряли очень много. И кажется, ты или кто-то сказал, что я спросил, что вот, а где все колл-центры расположены? И вы мне тогда сказали, что в прекрасном городе Шымкент. И это было, кажется, одним из правильных решений, когда мы решили нашу базу построить там. Собственно, ну, во-первых, мы нашли очень быстро помещение, там меньше, возможно, конкуренции было на поиск этого помещения. И учитывая, что там многие компании базируют свои контактные центры, тебе легче было бы, наверное, перелить трафик, так скажем, людей, сотрудников, которые с опытом работы в контактном центре, которые знают, что такое поднять трубку вовремя. Собственно, ты смог набрать там определенную армию, команду людей, собственно, которая стала твоим таким фундаментом в развитии, в дальнейшем развитии и снижении уровня потерь. Ты меня поправляй, если я где-то что-то неправильно говорю. Это я то, что, ну, понимаю, вижу там. Январский кейс, когда за день пришло 800 тысяч, и проблема же не только была в том, что мало вас или много. Проблема была в том, что 800 тысяч — это кто скачал. А еще, наверное,
200-300 тысяч людей не смогли скачать, потому что, ну, наша инфраструктура была не готова. Собственно, и это тоже были потери. Люди звонили, почему не могут скачать, или там, не знаю, карточка открывалась, там, не знаю, 40 минут вместо там 40 секунд. И пока ребята из IT тоже для них был целый вызов, там они оптимизировали мобильный продукт, потому что никто не был готов к 800 тысячам в месяц, да? Никто. Когда в день ты достигаешь объема скачивания, там, не знаю, 75 тысяч скачиваний в день, но ты не можешь быть к этому готов. И ребята пока работали, весь шквал, прием, так скажем, обращений принимали вы. Как здесь вы справлялись? Как справлялись, вот что побеждали, и там феномен Threads, давай проговорим, что там вы сделали, чтобы, собственно, какие-то решения мы дали и рассказали, какие важные решения с точки зрения стратегии и тактики были приняты. Если начнем с первого, да, вы правильно говорите, когда мы штурмили, я помню, это Мурат Абдулаев, глава HR, предложил два варианта. Это либо Северный Казахстан, либо Южный Казахстан. Мы поштурмили, посмотрели, что в городе Шымкент около 16 контактных центров базируются, от больших компаний до аутсорсинговых. И мы поняли, что там реально людей много, молодежи много, и что можно быстро хантить людей, готовить, потому что были готовые люди, которые сидели на линии. Команда Кайсар Сайлауча, я помню, там они за очень короткий срок нашли там в самом центре города Это очень... тоже феномен определенный, про них можно говорить, как Да. они офисы открывают за сутки, на самом деле, прям. Они нашли... Кайсар с Думаном, конечно, чудеса творят. Они нашли очень крутой, большой офис в самом центре города. За короткий срок нам его отремонтировали. До этого мы параллельно, помню, в этом митинг-руме филиала первых 20 человек набрали, начали обучать. И когда уже ремонт был готов, мы их уже запустили. Потому что тогда у нас не было времени, да, там все по-правильному делать, по бэклогу делать. Все параллельно бежало. И за того, как мы запустили этих первых 20 ребят, дальше пошло, что был еще один момент того, что, я помню, вы говорили, что мы сделали добро всему рынку Казахстана контактных центров, потому что мы зашли в Шымкент и подняли окладную часть всех контактных центров. Мы, когда зашли там с хорошей заработной платой, был один из вопросов, да, почему к нам люди не идут. Ну, стандартной заработной платы в Казахстане было тогда там 105-150 тысяч. Вы тогда спросили, а почему и у них такой, да, а мы, наверное, мы тоже сказали, что у всех так усредненно, да, вы говорите, а давай платить больше и там хантить людей. Мы реально подняли окладную часть ребят там в разы. Соответственно, в первые 2-3 месяца там очень много людей со всех наших конкурентов с телекома, да, там к нам пришли и начали остальные компании поднимать свою заработную часть. И когда мы еще раз проштормили рынок, мы поняли, что мы сделали уровень средних зарплат операторов выше, чем раньше было. Новый стандарт, заработная плата. Да. Ну, это все вот благодаря вам, потому что тогда было это принято решение. Я думаю, это тоже дало такой импульс, чтобы мы находили квалифицированных, хороших, готовых сотрудников, которых мы уже не обучали месяцами, а там можно было за пару недель. У них базовые настройки, как обрабатывать клиентов было. Нужно было только научить нашим продуктам и нашим процессам. Это тоже дало большой эффект. У нас было масштабирование, мы там за первые полгода там набрали около там 150 новых сотрудников, обучились, и вот это все помогло выдерживать уже в дальнейшем большие нагрузки. Ну и плюс, когда мы теряли 46%, это, наверное, первый момент был, когда мы начали экспериментировать. То есть ребят там с разных, там, с бэка, кто раньше там был тренером, кто занимался продажами, и мы всех начали переобучать, переквалифицировать стандартными скиллами, чтобы они могли уже работать и на первой линии, на второй линии. Мы также начали тогда менять подход к самому набору. Если мы раньше не набирали там студентов, мы тогда начали там гибкие графики предлагать. Разные вариации делали, чтобы победить эту историю. Но также мы начали заниматься больше оптимизацией процессов, да, параллельно, что можно было автоматизировать в системе, начали убирать ручной труд. Если раньше там АБС-ке нужно было смотреть информацию там за 40 секунд, запустили там нашу CRM-ку, где эта информация появлялась уже за 3 секунды. Вот такие шаги нас привели, чтобы мы смогли это все принять и победить данную историю. Если вспомнить про январские события, да, это
около 23 дней было. Я помню, что, наверное, на энтузиазме, в вере наших ребят мы продержались. Почему? Потому что ребята осознанно, никто кого-то не просил. Они сами утром поднимались, там до 3 ночи были на смене, утром сами приходили. Мы их не просили никого, там график не ставили. Сами приходили, садились на линию, там кто-то там сидел 12-13 часов, ребята обедали, ужинали там на рабочих местах. Я слышал одно, давай, и они друг друга поддерживали. Вот те ребята, которые сидели на чатах, они пели песни, они там говорили, вот сейчас вот эту, давайте вот там всего-то осталось там 500 чатов, быстро разгребем, потом станет лучше. Но мы понимали, что сверху еще 500 попадет. С утра 5000 новых, да? Но, наверное, вот эта вера людей, энтузиазм, да, то, что они верили, что мы делаем большую историю, что сейчас нужно немножко потерпеть, и у нас будет все хорошо. Также мы в январе мы делали базу знаний внешнюю для клиентов, чтобы клиенты информацию уже находили сами на сайте. Мы старались делать входящие IVR. Мы делали там на чатах боты, чтобы клиенты могли сами находить информацию. И на самом деле IVR нам круто помог. Наверное, 23% всей нагрузки клиенты сами находили ответы на IVR и не доходили до живых операторов. В те периоды наша нагрузка выросла в X3, в X4. По феномену Threads, я его так называю всегда, в какой-то день, я помню, первый Threads там отпустите, по-моему, там... Тимур Исланович, который Тимур Исланович, создал, да? Да, отпустите на Чембулак человека, друга. И вот, помню, дальше было больше. Мы принимали не только стандартные обращения, да, там доходило, что, а вы можете решить там вопросы с отоплением, да, и я помню, что команда Кайсар Салавовича как-то это тоже решала насчет отопления, выходили там ЖКХ, там, потому что нам было... Ну, у нас ценность того, что самый важный человек для нас — это клиент. И когда к нам обращались, нас тегали, мы старались всячески поддержать, помочь людям. Команда наша СММ приняла, не знаю, большой стресс первые сутки. Там, в день обрабатывали там 100-200, а тут попало там 500-800 обращений. И наша обычная линия, которая была на чатах или на звонках, поток просто перенесся в интернет-пространство, начали тегать вас, Тимура Руслановича. И я помню, люди еще спрашивали, да, там, а реально там Айдос Булатович или Тимур Русланович сами отвечают. Это, наверное, один из топовых вопросов было. Там, не то, что там проконсультироваться, а реальность того, что там отвечает руководство банка. Да, мы на эти вопросы отвечали, решали кейсы. Что нам дал Threads? Надо же признаваться, что мы не идеальны. У нас тоже есть много факапов, есть внутри в процессах. У нас тоже бывает, что люди ошибаются. И мы в Threads его приняли, да, первые, наверное, там, неделю для нас было какой-то там... Говорили, что, блин, это неправильно, не так должно быть. Но когда осознали, что мы оттуда ловили очень много правильных инсайтов, того, что мы перебрали очень много процессов внутри, перебрали наши стандарты обслуживания, мы перебрали чек-листы, мы перебрали базу знаний, мы начали... сроки решения вопросов, если мы раньше решали там, не знаю, 2-3 часа сложные вопросы, но в Threads уже люди не ждали, тегали повторно, там другие люди подключались, мы научились решать вопросы там в течение 1 часа. Мы подгоняли коллег там с IT из других подразделений. Это, наверное, и привело, что нашу стандартную поддержку, контакт-центр, мы трансформировали в большой проект, онлайн-банк, который сейчас умеет закрывать вопросы от уровня L1 до L3 внутри себя. Потому что мы понимаем, что в банке очень много подразделений были ответственны за решение вопросов, но у ребят есть свои дополнительная работа, свои основные проекты. И тогда мы помним, что к вам приходили, вы сказали, что давайте там максимально забирать все, что можете, и закрывать на своем уровне, чтобы мы не зависели от других подразделений. Это тоже был очень большой для меня трансформационный момент. Я тогда сам, наверное, первый день у меня ушло только на осознание, что это же колоссальный объем того, что это другие подразделения, чем я сам раньше не занимался. Это там и вопросы IT-характера, это и compliance, это там бухгалтерские вопросы, это филиальские запросы,
первый день я себе много задавал вопрос, я готов, я смогу ли, да. А потом, когда пришел ребятам и рассказывал, ребята говорят, ну, что мы только не пережили, и это переживем. И там где-то за месяца 2 мы погрузились около там 15 департаментов, забрали очень много доступов, где-то забрали отделами, где-то забрали людьми, и мы трансформировались. В данный момент самый большой департамент банка, где работает там около 600 человек, и закрывает эти все вопросы в течение 24 часов. Было сокращение того, что если раньше вопросы, какие-то сложные вопросы раньше закрывались там до 12-13 часов, это было сейчас, это закрывается 2-3 часа. Самые быстрые вопросы мы научились закрывать до 22 минут. Ну, давай попробуем объяснить тогда разницу, что вы не классический контактный центр. Вот все как-то думают, это вопрос, там, телефон, алло, ответили, как бы там решили вопрос, перенаправили это в департамент и ждете. Что такое онлайн-банк? Да, то есть это не, опять-таки, в классическом виде это мобильный банк, аппликация, где ты можешь там получить сервисы и продукты через мобильное приложение. Вот что такое онлайн-банк в нашем понимании? Собственно, тот департамент, которым ты управляешь, это мы приняли решение, чтобы у тебя был свой бэк, свои разработчики, свои бухгалтера, свои, я не знаю, админы, юристы и так далее. И там, где ты не можешь взять штат, ну, то есть мы прям брали несколько человек, которые, собственно, только работали на этот онлайн-банк и решали все ваши кейсы. То есть они были либо под зонтиком в периметре, либо внутри, собственно, в вашем штате. И вот когда мы говорим про 600 человек, это не значит, что 600 операторов у нас на линии сидят. Это, собственно, в том числе аналитики, которые пишут бизнес-требования, это которые потом пишут технические задания на языке IT. Это в том числе где-то свои айтишники, где-то, собственно, которые работают в целом в организации. И вот это позволило построить как раз-таки замкнутый цикл для того, чтобы вы могли пересобирать процессы и не зависеть от бэклога ребят, которые находят, ну, у которых своих задач миллион, да, там, условно скажем, и вы могли закрывать эти кейсы. Плюс куда мы идем? Есть у нас там стратегическая цель, чтобы не было какой-то дифференциации, большой разницы. Пришел ты в офис или позвонил в онлайне и получил все те же услуги. Я так понимаю, мы еще там в процессе допиливаем, когда ты можешь пройти удаленную идентификацию, получить справку, я не знаю, там, сделать ряд операций, отправить перевод, SWIFT, там, не знаю, еще какие-то там операции. Сделать все, что ты делаешь в филиале, мы хотим вывести вот как раз-таки в дистанционное обслуживание. Это как раз-таки развитие мультиканальности, которые у нас есть, да, там чаты, звонки, биометрия. Вот, может быть, чуть-чуть тоже про это расскажешь, как ты этот трансформационный период проходил и насколько, какой эффект это дало в нашем кейсе. Это же тоже было принято волевое стратегическое решение. И мы понимаем, что это было непросто, вам особенно, потому что, повторюсь, что мы не говорим про контактный центр в классическом виде, мы говорим службу поддержки, обращения. Неважно, ты в филиал пришел или в онлайне позвонил. У нас на самом деле реально там на передовом, на фронте сидят около 200 операторов, которые принимают там чаты, звонки, SMM-каналы. Вся остальная часть, большая часть, это бэковая часть, где есть и тренера, которые готовят ребят, там, проводят тренинги soft, hard. Есть ребята, которые занимаются подготовкой базы знаний для внутренних клиентов, для внешних клиентов. Ну и плюс внутри суперапа есть база знаний. У нас есть и PM, и аналитики. Когда мы начали это все делать, у нас было всего 3 блока, которые там принимали, это входящие звонки принимали, чаты принимали, и вот бэковая часть, которая занималась обучением и контролем качества. В текущий момент у нас 4 больших блока, 10, наверное, управлений, около 30 отделов, которые это все поддерживают. Очень было сложно в начале, потому что вот это мышление людей поменять, что теперь мы можем все закрывать внутри у себя, и нужно идти к этому, а не как раньше
Принял звонок, передал. Это, наверное, самое сложное было. Мы очень много встреч проводили ребятами, объясняли, что обучали, доступы брали, говорили, все, теперь ты вот принял, у тебя максимально есть доступы, если сам не решаешь, вот рядом сидит человек, который может быстро закрыть. У нас было первое, начали вот, наверное, с процессов, где больше всего задержек было по обработке запросов. Мы из тех блоков забирали, где это карточные процессинги, где был IT-блок, калверисты, и из тех ребят, которых мы к себе забрали, им тоже было сложно трансформироваться. Они были вот бэки, да, а теперь они появились на фронте и сидели, им говорят, там, не, мы не контактный центр, да. Они говорят, ребят, вы не контактный центр, вы теперь онлайн-банк, вы будете решать запросы. Обрабатывали запросы, какой он эффект дал? Он дал эффект того, что как из там, 13 часов решения вопроса мы сократили до 2 часов. Был, наверное, один интересный кейс, когда клиенты в банкомате, да, там деньги остаются, он не выдается. Ты пришел там, все сделал, тебе приходит смс, выдачи средств, а тебе деньги не дали на самом деле. Застряло по каким-то техническим процессам. Там нужно было ходить ножками, нужно было писать заявление, ждать диспут там до 10 дней. Я помню, когда мы этот процесс полностью оцифровали, автоматизировали Я помню, а с почему коллегами. диспут должен быть 10 дней, да? Там Да, вот да, да. кто-то опять Вы этот задавали стандарт этот вопрос. прописал. Кто прописал этот стандарт? И мы пытались разобраться. Почему 10? Почему не один день или не один час там? Ну, наверное, это тоже вы нас в каком-то ночном чате подтолкнули это решить. Ночной чат неплохо звучит. Ночной чат, да, вы нас там будете, и там мы решаем. Да, вы не спите, чем мне вас будить? И когда мы победили эту историю со всеми коллегами, там, с бизнесом, с IT, самый быстрый возврат средств это заняло 22 минуты. Да? Вот сейчас это те 10 дней превратились до 2 часов. Круто. И вот таких эффектов, таких процессов очень много. Могу рассказывать там долго. Ну, наверное, вот один из таких значимых, видимых процессов того, что мы оптимизировали. Чем ребята, мы сами научились чему? Мы научились того, что можно, оказывается, все делать на своей стороне, можно никого не ждать, ни за кем не ходить. Просто нужно было все собрать в одном месте всех ребят, научить внутренне построить правильную коммуникацию. И нам позволила вот наша омниканальная система CRM, которая передает тикеты мгновенно с одного блока раньше. Как вы в самом начале сказали, мы в первое время это все делали в Outlook. Когда там ты пишешь письмо вот, с запросом, ты должен был еще помнить адресатов, кто какие проблемы решает. Да, там нужно было запоминать тему письма. И само описание письма нужно было в тексте написать. Это было в самом начале. Как системы автоматизировались, там ребятам сейчас только нужно выбрать там 3 пункта, тему обращения, подтему, а все остальное зашито под капотом, оно уходит в автоматических маршрутах, там подвешивается время обработки, ответственные, и это все помогло онлайн-банку быстро масштабироваться и обрабатывать очень большое количество запросов. Насчет того, что как мы росли, наверное, мы росли очень быстро. Я помню, в какой-то, вот, наверное, вот проект онлайн-банк начался, у нас было 348 человек. До конца месяца нас стало там 548 человек. И для команды руководителей нашего старого классического контакт-центра это была, наверное, стрессовая ситуация. У нас там людей там больше 200 человек появилось, и профильно мы сами еще никогда не занимались, как вы правильно сказали, там PM появились, системные аналитики появились, там калверисты появились, разработчики появились. У нас целый блок комплайнса появился, у нас там ребята начали проходить сертификацию комплайнс офицера, да. Ну, мы же не можем стоять на стороне, ребят, вы сами это делаете. Нам пришлось погружаться в каждый блок, это тоже было интересно, и, наверное, если я себя там раньше не называл там банкиром, вот я теперь называю себя банкиром, потому что я погрузился там во все процессы банка и знаю там, что, откуда выходит, куда заходит и за что отвечает. И горжусь командой, которая это все делает. Я всем ребятам всегда говорю, это была большая командная работа.
потому что один человек на поле не воин, и всегда ребята у нас дружные, поддерживают, помогают. И спасибо там всем коллегам в банке, которые нас поддержали вот в этой трансформации. Без коллег с других блоков, когда нам передавали процессы, они все нам объясняли, передавали там структурно, как это делается, что нужно делать, где можно не ошибиться. Благодаря этому мы трансформировались. Если в двух словах резюмировать, переход от контактного центра классического в онлайн-банк позволило вам самостоятельно анализировать, так скажем, там, не знаю, топ задач, и чтобы вы брали эти топ-задачи и могли системно решить эти кейсы, что, безусловно, потом снижало вам уровень обращения, вы могли спокойно распределять нагрузку. И когда вы не зависите от кого-то, то вы можете сами понимать, что вам нужно, какие боли решить, где-то оптимизировать, где-то там багфиксинг сделать. Это позволило сейчас спокойно, динамично поддерживать тот рост обращения, тот рост бизнеса, наверное, который у нас есть, потому что я вот смотрю каждый день, там, не знаю, вот недавно было, не знаю, 35, опять 40 тысяч скачиваний в день, да, то есть у нас такие волны есть, но мы это уже никак не чувствуем. Ну, как бы спокойно все это проходит в спокойном режиме. И, безусловно, наверное, это в том числе благодаря тому, что вы там смогли построить. Хорошо. Ты затронул тему вовлеченности. Это моя любимая тема, на самом деле. Там, когда спрашивают, там, ну, не то, что спрашивают, там, видно, что вот кто-то в организации начинает очень быстро расти по карьерной лестнице или, не знаю, обрастать еще там рядом департаментов курировать. Очевидно, что эти люди, которые растут в организации, они, помимо того, что берут ответственность, они очень сильно вовлекаются в бизнес-процессы, и, как ты говоришь, становятся там, разбираются и в IT, и в рисках, и там, не знаю, в коллекшене, и там, не знаю, в бизнесе, и в финансах. И эту трансформацию вовлечения, про которую ты говоришь, там ты что-то себя ощущаешь увереннее, чувствуешь себя уверенным, ты становишься настоящим банкиром, потому что ты там, понимаешь, как все работает. Не только там кусочек фронта, а как все работает. Люди, которые... Но одним из скиллов, софт-скиллов, там, если не про хард-скиллы говорят, софт-скиллов, это пытаться находить чемпионов, да, которые присоединяются к твоей команде. Это очень важно. Какие у тебя есть лайфхаки или на что ты смотришь, когда приходят люди на собеседование? Ну, возможно, у тебя уже есть там дивизионные директора, которые сами смотрят и набирают. Но вначале, я думаю, ты все равно там через свое сито пропускал и там развивал эту команду. И тоже видишь там, кто у тебя растет, кто чемпион, кого нужно поддерживать, условно. И, безусловно, есть вторая часть, когда люди не созидают, уже пытаются там наносить ущерб своим поведением или отношениям, и, безусловно, надо с этими людьми прощаться. Вот эту историю давай поговорим про людей тогда в онлайн-банке. Очень интересный вопрос. Наверное, если немножко назад откатиться, вот когда у нас были вот эти глобальные там, проценты потерь, и когда мы начали все перестраивать себя, там, мы начали, наверное, отобрали себе 4 основных пункта успеха, которые нас держали. Это были первые системы, которые нас позволяла нам держать большую нагрузку. Второе, это было как раз-таки поиск, набор, найм сотрудника, обучение. Третье, это была мотивация. Четвертое, это было обучение и базы знаний. И вот второй пункт, это было очень важным, потому что я помню, что первые 1,5 года я операторов всех сам собеседовал, потому что департамент был маленький, людей было мало. Я каждого оператора, каждого сотрудника сам собеседовал. Я помню, что первое время мне там куратор Ольга Сергеевна несколько раз приглашала и там говорил: Даняр, на тебя там жалуются, ты там никого не пропускаешь, вот тебе дают резюмешки, говорит, стандарты у тебя совсем высокие, давай снижать, так не бывает, это же операторы. После этого, да, мы немножко, наверное, расфокусировались и подготовили себе чек-лист отбора сотрудников на первую линию. Но когда приходят моменты, нужно отбирать руководителей, да, начиная с супервайзера и выше, очень
к этому вопросу подхожу очень серьезно, очень внимательно, потому что для меня важно, кто рядом со мной идет и на что готов этот человек, что он нам может дать, какой там в команде может дать новое направление, новое вдохновение, новыми идеями люди приходят. Иногда бывает то, что приходит тебе человек там с 20-летним стажем в банковском секторе, он все знает там от косточки всего в банке, но, наверное, есть сложности с софт-скиллами, наверное, есть сложности в работе с людьми, потому что мы работаем сейчас в очень такой интересный период. Вот недавно была встреча, мы обсуждали теорию поколений, нам приходится работать с Z-поколением, да, там они зумерами, они очень интересны, у них другой подход к жизни, видение другое, и отбираешь тех руководителей, которые готовы сами меняться, чтобы быть на одной волне с зумерами. И не всегда его хардскиллы там становятся выше. Иногда приходится выбирать там более человечных людей. Иногда приходится больше выбирать, у кого горят глаза, желание. Потенциал, да. Да, потенциал. Вот хочет он вовлечься во все это, изменить, трансформироваться, сам готов поменяться. И реально эти люди дают больше эффекта, чем которые там, наверное, больше с какими-то хардскиллами. Ну, вот когда мы начали второй блок нашего успеха, я говорил, что это подбор, найм людей. Мы выстроили там большую там систематику, что каких людей ищем, какие скиллы должны быть, какие знания должны быть, какой возраст должен быть. Потом он приходит, онбординг, какие этапы обучения проходит, да, там есть несколько этапов. Есть основное обучение, там теория, там практика. Курс молодого бойца, я помню, я называл Да, его. да, да, курс молодого бойца. Да. Он проходит практику, после есть срок адаптации. И, наверное, самое главное, мы научились, если там вузы делают банкиров за 4, за 5 лет, мы научились делать банкиров за полгода, да, там к нам приходят люди с разным образованием, есть там и медики, и космонавты, и полицейские, да, и ты должен его, там, из него делать банкира за полгода. После того, как мы этого человека обучили, там у нас есть профессиональный бизнес-тренера, да, которые там обучают этих людей, там, после этого у нас там есть платформы онлайн. После подготовки запускаем уже к бою. И здесь, я почему долго все говорю, хотел поэтапно рассказать. Здесь, наверное, чтобы человек... Мы сразу договорились, ты говоришь. Да, когда обучился, готов, чтобы он хорошо работал, наверное, здесь должна быть мотивация. Мы выстроили очень прозрачную, многослойную мотивационную программу. Ваши идеи были, там, идеи из других департаментов было. Мы все смогли это объединить и подготовить очень классную мотивационную программу. Я считаю, одна из лучших в нашей стране. Наши сотрудники первой линии могут в течение года сами себе поднимать окладную часть 4 раза, каждый раз по 10%. В итоге это не выходит 40%, это около 70%, потому что он сам себе поднимает. В течение месяца он должен за определенный период выполнять определенный KPI. По итогу у него окладная часть поднимается, соответственно, за ним у него поднимаются базовые бонусы. Также мы оцениваем и выплачиваем сотрудникам по результатам, лучшим сотрудникам по итогу полугодия. У нас есть сейчас такие сотрудники, которые там работают на первой линии, но по итогу года, если посмотреть, они получают выше наших начальников, потому что они там... Круто. Да, хай-перформеры там в течение года 4 раза себе зарплату подняли. Они там в течение полгода 2 раза стали самыми лучшими. Да? Эти ребята крутые. И вот эта мотивация, она очень шикарная. Где нет, например, тоже вот на влияние поднятия заработной платы ни я, никакие супервайзеры, начальники не влияют. Каждый человек сам себе может поднять заработную плату. После этого у нас четко было выстроено карьерный путь, грейдинговая система, когда каждый сотрудник заходит к нам, в онбординге он уже видит, что нужно сделать, чтобы подняться до следующей лестницы, да, и он вот с рядового специалиста, как он может дойти до начальника уровня. И у нас в данный момент очень много руководителей, это супервайзеры, начальник отделов, начальник управления. 90% всех руководителей — это выходцы из нашего же блока. В основном это вчерашние операторы, специалисты, которые вот прогрейдились. 90% выросли внутри, да? Да. Очень круто, да. И вот эти ребята как раз-таки вырастают, те ребята, это не только вот амбиции же, это же здоровая вещь, у всех есть амбиции, но те ребята, у которого горят
глаза, у которого есть желание расти, те ребята, которые хотят что-то новое узнавать, что-то менять, трансформировать, которые не боятся брать на себя ответственность, вот они растут. Мы видим этих чемпионов, мы поощряем данных чемпионов. Ну и плюс у нас за этот период, мы вчера вечером посчитали, более 100 человек за этот 4 года передали в другие подразделения банка. Они все там выросли, и очень много наших коллег, которые сидят в разных блоках, да, там, они вчера были в контактном центре, сегодня кто-то из них айтишник, кто-то бухгалтер, кто-то То есть ты еще и комплайнс-контролер. насыщаешь банк, Да, да. закрываешь вакансии, которые нам нужны. Ну, очень хорошая история. Ты знаешь, ты прав в том, что мы опять там пытаемся менять стандарт, когда ты не ходишь к своему руководителю, не пытаешься доказать, что ты классный, и там не просишь. Там многие же, как мы с тобой в закулисье обсуждали, интроверты, да, там, и ты не всегда можешь попросить увеличения заработной платы. Кто-то стесняется, кто-то может себя недооценивать. А когда ты прозрачно работаешь, делаешь тот объем работы и делаешь либо чуть больше, чем остальные, и за это ты получаешь вот эту свою собственную мотивацию, мне кажется, вот это одна из таких э, вдохновляющих историй, которые комплементарны нашему ДНК. Про мотивацию ты так рассказываешь захватывающе. Давай вот тогда этот блок тоже добьем того, что такое мотивация? Это же не только выплата там материальной части, да, там больше бонусов и так далее. Это в том числе и прозрачность, как ее получить, и что ты делаешь, да, там, и какие KPI. Вот я могу ошибаться, ты меня поправляй, там, насколько я помню, это было, не знаю, там, уже 3 года назад, да, когда мы сидели, штормили, какая должна быть система уровня оценки клиентов, оценки сотрудников наших тогда в контактном центре, потом в онлайн-банке. И мы для себя видели, что есть там A-группа, да, где у тебя есть, Группой. да, так скажем, A-группа — это люди, которые делают больше там, перевыполняют нормативы и находятся в этой группе, и там, собственно, повышенные ставки, повышенные какие-то фиксы, повышенная бонусная часть. Есть группа B, мы их называли хорошими, как бы они действительно хорошие специалисты, и вопрос только того, что ну, чуть ниже мотивация, безусловно. Есть группа C, мы их назвали догоняющие, что ли, что-то такое было там. И когда ты приходишь, ты можешь автоматически, ну, если ты такой уникальный, талантливый, и в группу A попасть. Нет такого, что ты поэтапно там C должен быть, B должен быть, V должен быть. Все зависит от того, ты пришел, ты видишь, ты можешь быть оказаться в один день в группе A, во второй день в группе C, в третий день в группе B. Все зависит от того, что вот насколько ты системно работаешь на протяжении там всего цикла твоей работы, да, там. Ну, ты месяц, не знаю, кофе гонял, как бы ты можешь и в группе C находиться. Я помню, плюс еще мы обсуждали с тобой, что нельзя находиться в группе C больше 3 месяцев. 3 месяцев, да, и все верно. Вот опять не так, что мы там на 3-й месяц подхватились, а почему ты в группе C 3 месяца, да, там ты видишь, что он месяц в группе C, ты либо дообучаешь его, там, либо там даешь ему дополнительную информацию, там, 2-й месяц вы пытаетесь с ним разговаривать, чего ему не хватает, чтобы вот этот переток к группе B был. А группа B должна стремиться к группе A. И вот это постоянный цикл, когда ты стремишься в разные группы, помимо материальной мотивации, есть еще нематериальная мотивация, как развивать свой потенциал, раскрывать его. Давай вот чуть-чуть, может быть, добавишь про вот эту историю, как она зашла, и сколько процентов у тебя сейчас в группе A, B, C? И мы тоже, помню, считали, что там 40% должно B, там 30% там, и там 20% C. И мы какие-то себе определяли стандарты, чтобы закрывать там, не знаю, там 70-80% у тебя должно быть там все четко отрабатывать. Всегда будут там отстающиеся или догоняющиеся. Наверное, вот это тоже пришло в моменты нагрузок, что еще мы можем сделать для ребят, чтобы они работали лучше, качественнее. И тогда данная мотивационная программа была запущена. Первое время мы для всех его презентовали.
был тоже скептический подход у ребят там, то, что вот в категорию A людей будет мало, сложно будет достигать там. Но на самом деле время прошло, сейчас я вижу, что ребятам оно очень шикарно зашло. В самом начале, да, было там большое количество, больше 70% сотрудников всегда ходило в категории B. Где-то было там 10-15% C, и малое количество было в группе A. В текущий момент, уже после того, как люди уже привыкли, там, адаптировались к новой мотивационной программе, мы видим результат того, что где-то осталось 10% C, где-то 40% ходят в B, и остальные 50% A, потому что они знают, что нужно делать хорошо, чтобы можно было быть в категории A, потому что категория A, как вы сказали, дает не только материальную часть, она дает и зону роста. Ты можешь уже подниматься по карьерной лестнице. Супервайзером стать, да, там, и руководителем и начальником так стать. далее. То есть ты находишься под фокусом, что на тебя начинают обращать внимание, потому что ты чем... Ну, так группа А — это золотые медалисты, да? Да, да. И это им залетело, они там активно пользуются данной системой. Ну и плюс в нашу нематериальную мотивационную программу, наверное, ходит очень много факторов. Когда, например, люди видят, что это основной молодежи. У них есть там клубы по интересам, да, кто-то играет в компьютерные игры. Мы, между прочим, каждый год там становимся чемпионом внутри холдинга по компьютерным играм. Есть футбол, кто-то бегает марафоны, кто-то там английским увлекается, кто-то там шахматы играет. И это тоже культура, атмосфера, где ребятам хочется приходить на работу, быть внутри этой культурой, и чтобы расти, развиваться вместе с нами. Ну, насчет того, чтобы как живется самой внутри мотивационной программе, когда человек первый раз попадает в группу C, у нас всегда это отслеживается. Мотивационная программа самая прозрачная. Там она 3 ситы проходит до того момента, как финальные там идут выплаты, да, там проверяется несколькими блоками. И когда она попадает, есть супервайзеры, которые работают, там, отвечают за 10-15 человек, они работают с каждым своим сотрудником, кто попал в C. После этого он попадает там, в группу тренерам. Тренера сразу берут его с линии, снимают. Есть четкие программы, где они проверяют, где у него есть провалы. Это знания в системах, теоретическая часть у него, либо же он по стандартам обслуживания ошибается. Тренера их берут с линии и начинают отправлять на переобучение. Первый же месяц с ним активно работают. Даже мы уже в середине месяца знаем примерно, у кого какой показатель идет и кто может не достигнуть. И мы заранее начинаем подходить к ребятам и сподвигать их. Говорим, вот у тебя... Предиктивно, да? Да, у вас, смотри, у тебя уже сейчас где-то 40% показателей, и вот к концу месяца осталось всего там 15 дней. Если ты не разгонишь показатель 1 или 2, ты можешь не достигнуть. Это все помогает нам держать высокую планку качества. И мы помогаем ребятам самим, мы им показываем не то, что вот ты должен знать, мы им показываем, что если ты подтянешься здесь, у тебя растет знание, у тебя там бэкграунд появляется, и у тебя есть шанс попасть в группу золотых медалистов, и ты можешь расти здесь в карьерном росте. Вот эти системы, они все зашиты, это все помогает развивать ребятам. Когда ребята попадают в B-категорию, мы тоже не расслабляемся, да, их, что ты вот хорошист, ты сам по себе живи. Нет, к ним тоже подходят и тренера, и супервайзеры, начинают работать с ними. Ну вот, мы видим, что ты последние 3 месяца ходишь в хорошистах, у тебя к нам, у нас к тебе нет претензий, у тебя все хорошо, но это не предел, у тебя есть еще куда расти, есть зона роста, давай двигаться дальше. И здесь тоже людей пододвигаем, чтобы они шли наверх. А когда они попадают в категорию A, вот из них идет отбор к тех ребят, у которых там горят глаза, у кого есть желание расти, кто хочет больше, кто хочет брать на себя ответственность. Начинаем их уже апать в другие блоки. Не обязательно всегда у нас ребята растут в одном блоке. Если он вчера сидел в телефонии, принимал звонки, у него там категория выросла до A, и он уже на пределе, он знает все, мы его отправляем в другие линии. Да? Как только он в других линиях показывает хорошие результаты, мы его уже передвигаем в другие блоки, в бэк. Он может уже становиться специалистом углубленно, который может решать. Это тоже мотивирует людей оставаться внутри нашей
организаций. Я понимаю, потому что на первой линии очень стрессово. Как вы в самом начале сказали, работа очень стрессовая. Ребята могут там быстро выгорать. Ежедневно там 100 человек с тобой разговаривают. Это 100 новых эмоций. Каждый человек к нам же не приходит там поздороваться, поблагодарить. В основном это какие-то эмоциональные вопросы решаются. И после этого мы понимаем, что ребятам сложно. И мы выстроили такую модель, где ребята через какое-то время всегда могут двигаться дальше, в других подразделениях быть. Здесь есть интересная статистика. В самом начале у нас ребята работали по полгода. Текущему моменту у нас в блоках мы посчитали недавно то, что они уже сидят там по 1,5 года. А внутри есть те ребята, которые уже с нами вот с первых дней 4 года ходят, кто-то 5 лет ходит, кто-то 3 года ходит. Я думаю, это все вот не только вот материальная часть их держит. Вот Конечно, это да. мотивация того, что можно здесь расти, брать новые знания и прокачиваться самим. Ты знаешь, вот ты про эмоции проговорил. В моей там голубей какой-то мечте, так скажем, да, там системе координат я вот всегда и говорил, может быть, несколько раз там, хочется сделать так, чтобы, ну, это зависит от как раз-таки от подходов, от культуры, от той благодатной почвы, которую вы создаете, создавая, строя контактный центр онлайн-банк, чтобы наши операторы, когда поднимали трубку, клиент понимал, что он улыбается, да, то есть и ты же это не видишь, но ты это можешь прочувствовать по интонации, по разговору. Если мы добьемся эффекта того, что мы будем улыбаться своим клиентам через телефон, а, кажется, что мы там, ну, построили действительно большую историю. Потому что я, наверное, с тобой соглашусь, что ни один банк в Казахстане не строил такие продукты, которые построили мы. Построить продукты можно, рассказать о них еще сложнее, если они не простые, и это новый стандарт для рынка. Как это было с цифровой ипотекой. Ну, вот попробуй объяснить, ты там, не знаю, 30 лет ходил пешком в банк, собирал кучу документов, там ждал еще, там, не знаю, в этих там несколько недель, пока комитеты пройдут, пока тебе менеджер лично не сообщит, пока не сопроводит, пока с тобой не съездит там в БТИ, не сдаст там договора залога и так далее. И когда ты делаешь это за 24 часа, а люди звонят, хотят спросить, и ты начинаешь рассказывать, это все выглядит из области такой там фантастики, да, там. Или нашу возьмем ETN, инвестиционную валюту Freedom, да, которую мы также пытаемся поменять поведение из потребительского накопительного в инвестиционное. Причем мы делаем это за счет банка, да, когда мы даем эти кэшбэки, инцентивы клиентам и говорим, вот, пожалуйста, смотрите, эта ETN привязана к акциям. И, конечно, вам не просто. То есть вам надо самим все изучить, и вам нужно еще клиентам объяснять, а клиенты разные, на разных языках говорят. Я думаю, что вы действительно делаете там то, чего, наверное, многие даже там 30% этого всего там никогда в жизни не видели или не увидят. Я не знаю. Ну, то есть, опять-таки, это так мне кажется, по крайней мере, там каждый живет в своем мыльном пузыре. Вот ощущение такое, что, безусловно, вы там сталкиваетесь с массой вызовов. Очень сложно рассказывать про эти продукты, если ты строишь цифровой банк. Очень интересная тема. У нас есть тренера, которые много работают над софт-скиллами ребята. Я недавно был в городе Шымкент, проводил 3-дневные встречи со всеми ребятами, более 300 человек с утра до вечера. И один из пунктов, который мы обсуждали, это был как раз-таки пункт про эмоции. Объясняю почему. Потому что мы разговаривали долго с ребятами, обсуждали, что самые ценные, мы всегда говорим про самые ценные для нас, это клиент. И то, что более 80% всех контактов клиентов с банком проходит через наши каналы. И получается, вот мы делаем клевый продукт, но если мы не можем его постобслуживание сделать правильным, то клиенты к нам не вернутся, и ребята это осознают. И мы всегда говорим ребятам, что первые эмоции и доверие, и репутация банка — это на наших плечах. На нас большая ноша, это ответственность. И что мы должны правильно встречать клиента, потому что мы приводим всегда нашим ребятам такой пример.
вот у тебя, может быть, смена заканчивается, это может быть твой сотый звонок, который ты принимаешь, но клиент к тебе стучится первый раз. Он может первый раз за жизнь обратиться в наш банк, и если ты примешь этот звонок с тем, что я уже устаю, это мой последний звонок, ну, тогда останется нехорошая Ты эмоция о нас. перечеркнешь все свои 99 Да, да, звонков, да, да. которые ты отработал классно. Да? Да. И мы учим ребят, чтобы они, даже это был там сотый звонок, это 150-й звонок, чтобы оставляли такой эффект, что это как будто первый клиент, да, и чтобы мы встречались всегда с улыбкой, с эмоциями. Мы как к этому всему пришли? Я помню, что у нас, когда все начиналось, у нас не было контроля качества, у нас не было чек-листов, у нас не было стандартов обслуживания. Мы, когда все эти процессы сделали, запустили, но у нас также было очень много жалоб, да, там, когда нас около 350 человек было, я помню, вы говорили, да, почему там вы всегда там косячите, да, и сегодня тоже утром с Ириной обсуждали. Ты сейчас попробовал интонацию мою передать. Я рассказывал эту историю, то, что Эдусбатович, на самом деле ребята неплохие. Это же если там у нас 350 человек, и из них они только ошибаются один раз в год. Они каждый день один ошибается, это у нас целый год происходит. Ну, после этого, когда мы все запустили все процессы, мы дошли там до уровня 93% качества. Это когда наши мониторщики прослушивают чаты, звонки и оценивают нашу согласованному чек-листу. Мы обрадовались, мы пришли, похвастались. После этого мы запустили умную машину, аналитику речи, я помню это. Когда она запустилась, машина, мы, например, не могли покрыть все сотни тысяч обращений в месяц там, на соблюдение стандартов, на эмоции, на слова-паразиты, на правильность консультаций. Ну и машина, наверное, сняла с нас все маски, и там наши 93% упали там до 86%. Мы нашли там все свои ошибки, баги. Мы начали после этого менять наши чек-листы, обновили базу знаний, скрипты поменяли, начали больше работать уже индивидуально с каждым сотрудником, начали работать по его слабым моментам, чтобы мы стали еще лучше. Что нам дало эффект этой машины? Машина умела не только там весь объем отрабатывать, она умела еще распознавать отдельно нашего сотрудника, клиента, она еще умела распознавать эмоции. Клиент в итоге остался доволен или недоволен. Наш сотрудник... Тембр голоса, да, там. Вот эти... Он отлавливал все слова паразиты. Да, это тоже было, да, там много чего было. И наша вот эта умная машина нам помогла сделать наше качество высоким. И вот в текущий момент мы держим, наверное, 94%. Мы смотрели рынок, это один из лучших результатов на рынке. После этого мы смотрели рынок на долю жалоб, которые поступают после обслуживания нашими сотрудниками. Мы его сейчас снизили до там 0,2. Это тоже один из лучших результатов по рынку в нашей стране, потому что мы каждый день работаем над улучшением нашего качества, чтобы мы давали те эмоции нашим клиентам, те доверия, что с нами есть человек, который его с этой стороны не только слушает и помогает, а он еще входит в его положение. Это эмпатия, да, что он может обратно к нам в любой момент постучаться, и всегда ему здесь рады и помогут. Вот ты там затронул тему машинного технологий, что помогают в бизнесе. И вначале мы проговорили о том, что ты чувствуешь себя банкиром, потому что ты не только там, не знаю, пишешь скрипты для разговоров, но ты разбираешься в процессах, разбираешься в технологиях. И это действительно так, когда мы периодически с вами встречаемся, мы можем говорить про разные темы, про искусственный интеллект. Давай проговорим про AI. Вот, наверное, наше отличие, нашей культуры, нашего менеджмента, наших руководителей, директоров, что мы можем не только про бизнес, но и мы можем про технологии поговорить, потому что это нам близко. И это часть нашей стратегии — использовать все в цифре, использовать искусственный интеллект, использовать те блага и те тренды, которые есть на рынке, для того, чтобы оптимизировать, улучшать, повышать качество стандартов. Вот в рамках AI расскажи, где мы что применяем. Вот ты затронул тему с парсингом голоса,
транскрибицией, собственно, и там анализом. Но помимо этого, я знаю, вы строите много чат-ботов, вы используете там ряд там, в AI-комплайенсе, там подходы у вас есть. А, Если чуть-чуть про это расскажешь, тоже было бы интересно. Я думаю, что значит онлайн-банк в понимании, что значит новый эволюционный этап контактного центра. Я думаю, что мы тоже там будем каким-то бенчмарком. Безусловно, ты прав, мы не идеальны. Там есть много еще обращений, есть много чем еще нам работать предстоит, да, там в ближайшие 5 лет еще все это докручивать, достраивать там. Но, тем не менее, относительно предыдущих годов, наверное, вы сделали очень большой качественный скачок. Я думаю, технологии вам в этом очень тоже сильно помогали. Вы совершенно правы. Когда первый раз к нам пришла помощь EA Compliance, он, наверное, там мы сразу заметили скачок в скорости обработки запросов. Если раньше там специалисты вручную разбирали там каждый запрос, сидели там часами, готовили там ручные заключения, потом еще согласовывали, пропускали все вручную. EI Compliance, он может это все перебирать там, парсить данные, делать заключки и пропускать, не пропускать. Это все происходит там под капотом за доли там секунды, где-то до минуты. Это вот был для нас большой помощью, потому что это улучшение клиентского сервиса, это улучшение клиентского пути, это сокращение там ручного труда. Это было круто. И после этого мы еще используем машину там в качестве контроля, и сейчас готовим, какие вот весь мир движется, EA-помощником, своего EA-чат-помощника. Хотим, чтобы данный помощник не только встречал клиентов, здоровался там, он уже сейчас умеет там здороваться, перераспределять правильные скилл-группы наши. Ну, сейчас еще готовится база, чтобы он умел консультировать клиентов по вопросам консультационного характера, чтобы он мог заходить в базы, делать операции какие-то когда клиент обращается внутри авторизованной зоны суперапа, чтобы уже идентифицированного клиента он мог проводить определенные операции по запросу клиента, не подключая живому оператору, не дожидаясь живого оператора, чтобы только в сложных ситуациях он мог подключить к живому оператору. Наверное, в нашей работе, когда у нас объемы нагрузок может там за день можете навалить там всю твою месячную нагрузку без данных EI-помощников, чат-ботов, IVR, EI там ботов, очень сложно. Мы видим за этим будущее, мы их активно используем и хотим больше погружаться в эту тему и у себя делать очень много EI-помощников, потому что мы осознанно понимаем, что всегда набираться людьми и не можем. И даже если наберешься, у тебя будет там 1000 сотрудников. Ты никогда не успеешь, ты не сможешь никогда компенсировать это людьми абсолютно. Ты не можешь вывести, ты не знаешь, когда у тебя что случится, когда новый продукт запустится, у тебя что-то случится, да, и в моменте ты не можешь там 500 человек в одном моменте собрать в офисе. А когда есть EI-помощники, они очень быстро, они не кушают, они не спят, они ничего не требуют взамен, они могут в любой момент там масштабироваться быстро, эффективно решать вопросы, и у них доля ошибок меньше. Вот как раз-таки я же рассказывал, что недавно был с ребятами на встречах, и тогда мы презентовали, мы с ними вообще обсуждали результаты за эти 10 месяцев, что мы сделали, какие у нас показатели, чего мы достигли, и про наши планы. И в этих планах мы рассказывали как раз-таки про запуск EI-помощников. И в данный момент с ребятами в обсуждение пришли, и мы все понимали, что если у нас появятся EI-помощники, это не означает, что там ребята останутся без работы, потому что у нас портфель растет, банк растет, всегда есть работа там в бэке, есть в других направлениях. Даже этих EI-помощников сейчас настраивают наши же сотрудники, которые кто-то раньше работал в чатах, кто-то работал в звонках. Они знают лучше, с какими вопросами клиенты обращаются, и они сами обучают этих машин. Я думаю, это будет очень хорошая история. Ты сказал до этого, что у нас 500 000, кажется, да, обращений в месяц. Давай попробуем разобрать, да, что разобрать именно. В самом начале, опять мы там
любим вспоминать, как было и как стало, да, там. Наверное, 90% там это все были звонки. Ну, мало кто писал, наверное, на e-mail или там, да, интернет, там, не знаю, 21-22 год возьми. Наверное, все звонили. Я помню, что мы в процессе постоянно с тобой обсуждали, как нам перевести поток со звонков в чаты. Есть внутренние чаты, есть внешние чаты, есть верифицированные чаты, есть консультационные чаты. Вот, наверное, мой вопрос такой, какая сейчас пропорция в мультиканальности все-таки мы... Я знаю, что мы достигли, но расскажи ты, да, там всю эту историю. И второе, давай попробуем понять характер обращения и какой канал закрывает какой характер обращения. Вот что, я думаю, звонки с благодарностями тоже есть, наверное. Давай поговорим про это. Вы точно назвали цифру, у вас очень хорошая память, да, в начале это было 90% на голосовые каналы, это было звонки, 10% было цифровой канал, это чаты, соцсети были. Мы, помню, брали в 2022 году себе цель, что до конца года 30% клиентов переведем в чат цифровые каналы. Мы штормили долго. А как люди привыкли всю жизнь звонили, теперь он должен писать чат. Как мы к этому придем? К сегодняшнему дню 41% обращений в голосовых каналах, 59% обращений, они обращаются в чат-каналы, цифровые каналы. И самое интересное, с появлением нашего суперапа, внутри суперапа есть чат-поддержка в авторизованной зоне. Это рост, он быстро растет, меняется. Ну и плюс мы вот этот год себе поставили цели, чтобы с общих WhatsApp-каналов, с текстовых каналов, чтобы перевести внутри суперапа, потому что там авторизованная зона, там меньше риска мошенничества, там больше можно вопросов решить. И в прошлом году, в декабре, если у нас там 26% клиентов писали там внутри суперапа, к сегодняшнему дню это достигла цифра 58%. Мы думаем, что еще эти Пробьете, цифры, да, да, дальше? еще увеличим. Нам самим легче обслуживается внутри нашего чат-канала, потому что клиентам мы так необычный банк с необычными продуктами, где-то нужно там запросить скрины, там, или нужно клиенту внутри суперапа, он тоже уникальный, наше мобильное приложение, и клиенты задают вопрос, а как зайти сюда, что можно сделать, какие функционалы есть, и когда он внутри суперапа пишет, он может никуда не выходить в другие окна, внутри мобильного приложения, телефона не переходить в другие приложения, да, это очень удобно. Но если перейти к характерам обращений, это не означает, что у нас все там жалобы. Да? На самом деле жалоб очень мало. Там их где-то в районе 13% из всех нашего потока обращений, и то это не все жалобные. В основном более 75% клиентов обращаются насчет консультации. Могу я рассказать свою историю, Давай. потому что я был одним из первых клиентов, который воспользовался программой цифровая ипотека, потому что когда я... Работаю в банке у нас, ты имеешь? Да. Когда я пришел в этот банк, я переезжал с другого города, у меня здесь не было жилья, я оформил ипотеку цифровую. Очень... Она нестандартная, она не была непривычная вот в 2021 году, да, и когда... У меня там продавцы еще получилось, что мне квартиру продавали взрослые люди. Бабушке было 72 года, дедушке было 74 года. Мы с ними долго обсуждали, мы долго объясняли того, что не надо идти в банк, открывать счет, не надо идти в ЦОН, там, проверять, выгружать какие-то справки, не надо сейчас идти в нотариус. Люди, привыкшие всю жизнь жить по этому пути, да, они каждый раз сомневались в наших процессах, у них было много вопросов. А когда мы туда пойдем? Я говорю, там, уже прошли вот здесь прошли. А так бывает, да, там, верификация. А где, говорит, надо бумажки подписывать? Бумажки подписывать не надо, все проходит в онлайне. Наверное, я сам прочувствовал одним из первых, и я весь путь прошел. Вот, наверное, в основном клиенты обращаются такого характера,
кто-то спрашивает, а как это, удивляются, а можно ли быстро так сделать. И в основном вопросы консультационного характера. Каждый продукт уникален, каждый продукт новый, на рынке раньше не было, и клиентам непривычно пользоваться нашим продуктом, соответственно, очень много консультационного характера вопросов. Есть доля обращений, которые там спрашивают по операциям, по транзакциям. Это проверка данных. Мы их всего делим на три. Это вот консультация, проверка данных, ну и жалобные. Жалобных вот около всего 13%. Спасибо, Данияр. Мне кажется, было очень интересно и увлекательно поговорить про ваш путь, твоих ребят. Это действительно там вдохновляющая история, и мы действительно гордимся вашими результатами. Мы очень гордимся результатами команды, которую вы делаете каждый день, каждый час, каждую ночь. Вот, потому что действительно очень важно для нас выстроить системный, правильный подход с культурой Freedom, которая есть. И сегодня мы поговорили об этом. Я думаю, это будет интересно для всего рынка, не только для наших коллег, сотрудников. Спасибо тебе, что поделился инсайтами, поделился процессами, все, что ты проживал. Это очень ценно. И мы вот сохраним это в истории под подкастом Freedom Business под капотом. Друзья, сегодня мы поговорили про то, как, несмотря и вопреки вызовам, бурному росту, когда ты можешь трансформироваться и меняться, надо использовать технологии. И во всей этой истории всегда под капотом живые люди, которые творят, люди, которые созидают, люди, которые меняют майндсет свой, рынка, клиентов. Наверное, одной из важных историй то, что мы приглашаем наших крутых ребят, которые действительно не всегда видны, в большинстве случаев под капотом, которые, собственно, так увлеченно рассказывают и ту историю, которую они пишут вместе с Фридомом.